Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вновь приветствовать вас на наших уроках кыргызского языка. Позвольте представиться, меня зовут Гульнара Намазбекова, я являюсь преподавателем кыргызского языка языковых курсов Til Club. Я бы хотела остановиться на некоторых грамматических моментах кыргызского языка, которые позволят вам понимать, как построены наши диалоги в наших видеоуроках. Современный кыргызский алфавит построен на базе русского алфавита и включает в себя все буквы русского алфавита с добавлением 3 букв «ы», «ü», «н», которых в русском языке нет. Мягкие и твердые знаки в кыргызском языке употребляются только в словах, заимствованных из русского языка. Большинство звуков кыргызского языка произносятся так же, как и в русском языке. Ударение в кыргызском языке, как правило, падает на последний слог. Кыргызские гласные «а», «о», «у», «э», «ы» могут быть долгими. На письме они обозначаются 2 буквами, а произносятся как один более долгий звук. Например, «ба» – оценка, «су» – вода, «то» – гора. Буква «ж» в кыргызском алфавите обозначает звук, близкий к слитному, смягченному звуку «дж», как, например, в словах «джана» – сочинительный союз «и», «джоу» – дорога. Буква «н» в кыргызском алфавите обозначает отсутствующий в русском языке носовой заднеязычный звук. При произнесении этого звука язык как бы оттягивается назад к мягкому небу. Например, «джангы» – новый, «конгуро» – звонок. В словах, заимствованных из русского языка, «ж» произносится так же, как и в русском языке. Например, «журнал», «дежурный». Закон сингармонизма кыргызского языка. Гласные кыргызского языка, звуки и буквы делятся на 2 основные группы. Твердые гласные «а», «ы», «о», «у» и мягкие «е», «и», «ө», «ы». Каждая из этих групп гласных, в зависимости от участия губ или неучастия их при произношении гласных, в свою очередь делятся на губные и негубные. В результате можно выделить следующие 4 группы кыргызских гласных. Твердые негубные «а», «ы», мягкие негубные «е», «и», твердые губные «о», «у» и мягкие губные «ө», «ü». В кыргызском языке в значительной части многосложных слов могут присутствовать гласные только одной группы. Это фонетическое явление называется законом сингармонизма гласных. Например, в слове «алтын» присутствуют гласные «а», «ы», которые относятся к одной и той же группе твердых негубных. Аналогично в словах «бала» – ребенок, «ары» – дальше, «камчи» – плетка. Все гласные принадлежат к этой же группе твердых негубных. В слове «темир» – железо есть гласные «е», «и», которые относятся к группе мягких негубных. Аналогично в словах «китеп» – книга, «мектеп» – школа, «бешик» – люлька. Гласные принадлежат к одной и той же группе мягких негубных. «Комус» – в этом слове гласные «о», «у» принадлежат к группе твердых губных гласных «о», «у». Аналогично в словах «сулу» – красивый, «отур» – садись, «обончулар» – композиторы. Гласные принадлежат к одной и той же группе твердых негубных. И в слове «джуректер» – сердца гласные «ü», «ö» принадлежат группе мягких губных, так же, как и в словах «көчө» – улица, «өрюк» – урюк,
шөкүлө – головной убор национальный. Во всех этих словах гласные принадлежат к одной и той же группе мягких губных гласных. В некоторых словах, главным образом заимствованных из других языков, созвучие может нарушаться. Например, аракет – старание, убада – обещание, пияс – лук. Это же относится и к словам, вошедшим в кыргызский язык из русского – газета, директор. Сегодня вы получили общее представление об алфавите кыргызского языка, о произношении звуков, характерных только для кыргызского языка, о личных местоимениях и о законе сингармонизма. С вами была Гульнара Намазбекова. Материалы для нашего урока взяты из учебника Гульмиры Дюшеевой «Кылын карыткан тил».